Мы находимся на территории Сухумской крепости. Это то самое место, откуда начинался наш город. Очень много фактов пребывания захватчиков, начиная от византийцев, римлян, персов, арабов, турков, русских. Вся территория эта дышит нашей историей. Олег Николаевич, мы находимся на территории Сухумской крепости. Это очень знаковое место для всех абхазов. И мы знаем, что вы очень долгие годы копали здесь, археологи брали студентов, и мы были свидетелями того, что вы находили. Расскажите нам немножко, чуть-чуть поподробнее нашим телезрителям, ведь молодое поколение мало знает об этом очень серьезном памятнике культуры Абхазии. Манана, вы совершенно правы. Несмотря на то, что эта крепость находится в центре города, на набережной, и мало знают люди. Да и старшее поколение тоже. Вот они видят вот эту крепость, Сухумская крепость, и вот закрыто, в недавнее время закрыли, слава богу, Да. что он был закрыт, то свободно мы проходили все кому не лень. Ну, вообще, Сухумская крепость – это очень важный памятник для города и вообще для Абхазии. Ну, она название свое получила от той старой крепости, не совсем древней крепости, Сухумской, Сухум-Кале. То есть вот то, что сейчас мы видим по периметру стены, это стены построены турками. То есть они закончили его строительство в 1712 году. И вот оно получило название именно Сухумская крепость. Здесь несколько раз, то есть эта крепость отбивалась то у русских, то у турков. И так что события происходили здесь очень важные в судьбе абхазского народа. Но в то же время я должен сказать о том, что Сухумская крепость это не только турецкого времени, тут слои. То есть это памятник, археологи говорят, многослойный. Да. То есть много слоев, несколько эпох. Здесь представлены несколько эпох. Именно на этом же месте. Наверное, не случайно турки построили именно здесь эту крепость. Потому что здесь, судя по археологическим раскопкам, есть слои эпохи, ранней античной эпохи, то есть эпохи Диоскуриады. А затем уже эпохи Себастополиса, римского времени, римско-византийского времени. То есть римского времени, а потом византийского времени. Затем уже какое-то время оно пришло в запустение. Мы по слоям археологическим видим, есть такое выражение стерильный слой. У нас есть здесь небольшой стерильный слой. Где-то в 8 веке нашей эры вот, оставили эту крепость. То есть никаких находок? Вот Нет, стерильный слой. Есть только оставили эту крепость, здесь не жили, но стали хоронить. Вот. Кладбище. Да, несколько десятков, нам исследовано несколько десятков захоронений, погребений христианского такого обряда. Первые раскопки здесь провел известный русский археолог по поручению Московского археологического общества Сизов в 1886 году. И именно тогда он установил, что здесь много слоев, много археологических слоев. В 1925 году здесь провел работы известный археолог, историк, российский археолог, уже в советское время, Башкиров. Именно он установил здесь наличие, по его мнению, 3 археологических слоев, в том числе и древних слоев.
30-е годы тоже проводились довольно-таки большие раскопки, но Великая Отечественная война прервала эти работы, и только с начала 50-х годов сюда вернулись археологи. Опять археологи вернулись сюда. Вот в середине 50-х годов. В середине 50-х годов здесь довольно-таки большие работы провел первый абхазец археолог Трапш, Михаил Амельевич Трапш. С ним работали здесь Соловьев, Шервашидзе. Именно вы, наверное, знаете, многие знают о том, что именно в середине 50-х годов стали благоустраивать вот эту набережную. В связи с этим эти работы были проведены. Ну, к сожалению, при благоустройстве этой набережной вот, крепость часть была утрачена. Но археологам пришлось, не то, что не пришлось, а удалось провести довольно-таки известные, вот, довольно-таки систематические и крупномасштабные археологические раскопки. Именно Трапш исследовал, можно сказать, первые памятники Себастополиса, то есть города римского времени. Да. Ну, Трапш написал довольно-таки вот, очень интересные работы. У него один том из его 4-томного издания посвящен именно Сухуму, в том числе и Себастополису. Олег Николаевич, ведь именно Трапшем была найдена вот эта плита с надписью с Флавием Арианом связанную? Нет, не Трапшем. Нет, не Трапшем. Эта плита с Флавием Арианом была найдена в 1886 году. И, кстати, эту плиту дешифровал или расшифровал, можно так сказать, известный антиковед, русский археолог Ростовцев. Затем в конце 50-х годов, в 1958-1959 году, здесь работала большая экспедиция Центра археологических исследований Академии наук Грузии под руководством известного археолога, объективного историка, я могу сказать, и коллеги согласятся, Андрей Апакидзе. Андрей Мелитонович Апакидзе. Это академик. Вот. И здесь он провел довольно-таки крупные раскопки, но, к сожалению, на ограниченной территории. Они углубились на глубину до 5 метров. И впервые эта экспедиция зафиксировала наличие здесь раннеантичного культурных слоев раннеантичной эпохи. То есть это в советское время? Это в 1959 году. Вот. Раннеантичной эпохи, ну, слой 5 века до нашей эры. Это, можно сказать, расцвета Диоскуриады, древней Диоскуриады. До сих пор тоже продолжаются споры, вроде бы раскопки работы 50-х годов. Трапш, можно сказать, установили. Именно тогда же проводили и небольшие подводные исследования. Вот. Но и сейчас продолжаются споры. Некоторые наши коллеги, с которыми я не согласен, говорят о том, что вообще Диоскуриада была не здесь, а где-то у устья реки там, Кадора или в другом месте. Есть и археологи еще, которые располагают чуть ли не за Сочи. Ну, такая история. Но все-таки превалирует теория того, что Диоскурия находилась здесь, на территории города Диоскуриада. Да, да. Я в этом уверен. Наши оппоненты говорят о том, что нет здесь материала конца 7-го, начала 6 века до нашей эры. Да, подтверждающие, потому что Диоскуриада по письменным источникам, мы уверены в том, что была основана где-то в 20-30-е годы 6 века. Вот этого времени, вот, материала нет. То есть культурный слой не обследован. Но в то же время, потом как-то мы будем смотреть материалы, я вам покажу находку прошлого года. Которая подтверждает наличие здесь слоев раннеантичной эпохи. Это очень интересная находка, светильник. Олег Николаевич, вы что-то нам подготовили в этих контейнерах интересное. Да, это контейнеры как будто бы изготовили специально для археологов. Вот в прошлом году мы нашли очень интересную находку. Я должен даже сказать, что уникальная находка. Это светильник.
так называемый чернолаковый светильник VI века до нашей эры. Мы нашли, до слоя VI века мы еще не дошли, но это мы в переотложенном слое нашли. Вот смотрите, пожалуйста, очень интересное. Вот здесь, если присмотреться, виден лик человека. Лицо. Лицо человека. Я даже не могу пока сказать, это чье лицо, но это важная находка тем, что это находка свидетельствует о том, что на территории Сухумской крепости есть слои ранней античной эпохи. Вот. Потому что Диоскуриада известна По всему миру, по многочисленным источникам. Да. Нигде в другом месте не говорится о наличии города, которые были основаны греками, выходцами из Милета. Кстати, Милет – это крупнейший город, который основал более 70 городов в Северном Причерноморье. И наши города в Восточном Причерноморье тоже основаны милетцами. Да. Это установлено. И письменные источники, и вообще именно в начале VI века, а в Северном Причерноморье уже в VII веке, в самом начале VII века были первые города основаны. А затем, чуть позже, здесь милетцы основали именно города, наши Гюинес, Ишерское городище, Фазис, который находится Алик в Николаевич, а вот эти монеты с двумя шапочками, диаскурами, тоже же найдены на территории, а они не свидетельствуют о том, что... Вот что интересно, эти монеты, диаскурийские монеты, здесь не найдены. Это естественно. Так Монеты же деньги. Монеты это деньги. Они находят именно в других местах, которые они оказывались. Более того, вот буквально вчера в интернете появилась монета, найденная в Синопе, с диаскурийскими шапками. Это очень интересно. Конечно, пока сложно говорить вот контекст этой находки, но это очень интересно. То есть они находят в других местах. Но она была, по всей видимости, ценная монета. Вот, и, по всей видимости, они находят именно в других местах. А у нас-то мы находим другие монеты. Да. Монеты византийские, других государств, боспорских государств, Византии, Константинополя. Это торговля. Да, это нормально. Ну, что-то мне подсказывает, что мы очень в скором времени найдем удивительные артефакты, которые поставят точку в этом вопросе. Как вы думаете? Обязательно найдем. Тоже так кажется. Вот находка этого года, вот светильника, это показатель того. Просто надо копать. Надо копать. Здесь раскопано чуть более 10%. Я посчитал, процентов всей площади. Вот это да. Около 200 лет, наверное, как-то можно посчитать. И раскопано именно чуть более 10%. Здесь установлено, что здесь в римское время здесь было 3 крепости, 3 небольших, маленьких крепости. Воронов об этом говорил, и правильно он даже зарисовал их местоположение. Еще что интересно, когда строили турки эту крепость, которую мы сейчас сегодня видим, восстанавливали. В северо-восточном углу, он же по 4 углам башни, это северо-восточный угол, когда раскапывали Михаил Михайлович Гунба и Хотилашвили, они установили, что эта башня стоит на фундаментах башни римского времени. Вот. Так что здесь находки еще впереди. Надо, конечно, копать. Потому что на самом деле, видите сейчас, вот он зарос, здесь очень быстро зарастает, потому что это очень гумус такой, черная земля, потому что тысячелетиями здесь люди жили, остатки этой земли, остатки органических веществ привели к тому, что быстро растет. Здесь вот у нас заповедник, вы, наверное, знаете о том, что
Сухумский, это заповедник, Сухумская крепость. Есть директор заповедника и очень хороший молодой человек, то есть хороший в том смысле, который болеет за крепость и все. У него, по-моему, один штат, который не успевает вот косить даже эту землю. Ну, большой объем. Объем большой, но на таком заповеднике несколько штатов должно быть, и постоянно должны проводиться работы по сохранению. На самом деле, если не будем мы работать, то он разрушится. Олег Николаевич, вот скажите, пожалуйста, абхазское телевидение не первый раз обращается к истории Сухумской крепости. Да, конечно, да. И помнится, когда мы снимали лет 10-15 тому назад, Руслан Гошба говорил о том, подтверждаете ли вы это, что говорил Руслан, что эта крепость была значительно, в 2 раза даже больше, чем мы сейчас видим, и что основная ее часть покоится все же на берегу нашего моря. Ну, легенда это есть, да, и легенда иногда превращается в историю превращается. Ну, известно, что Диоскуряда это не только город, который на нашем берегу. Античные города очень часто они уходят под воду. То есть причин много. Конечно. Причин много. И исследователи, которые изучают, и Руслан Гошба, конечно, берет сведения от наших исследователей, они говорят о том, что часть Диоскуряды ушла на дно. На дно. Хотя из которой весь город ушел. Нет, весь город не ушел. Я в этом уверен, потому что на территории города повыше даже встречаются материалы именно этой эпохи. Так что не вся Диоскуряда ушла под море. Да, на самом деле часть города-то ушла. А вот я хочу привести такой один пример. Был Чернявский такой краевед. Он долгое время жил здесь и работал, и не случайно. Одна из улиц названа его именем. Он внес большой вклад в изучение древности Абхазии, в том числе Сухумской крепости. В одном из его записей говорит о том, что перед Сухумской крепостью было стрельбище. Вот представьте себе, перед Сухумской, но в сторону моря. Стрельбище было. И потом, говорит, там абхазцы, местные жители, уже кукуруза была у нас, выращивали кукурузу. Вот представьте себе, это 80-е годы 19 века. Ну, я думаю, что стрельбище не менее 100 метров, по всей видимости, наверное, должно было быть. Да, конечно, за это время вот столько причин много, почему. Там абразия, там повышение уровня на море и так далее. Есть специалисты об этом, которые говорят. Да, но не вся Диоскуряда ушла под море. И вот там, где сейчас мы стоим, я уверен, что здесь есть слои ранней античной эпохи Диоскуряды. Хочу продолжить все-таки историю изучения. В 80-е годы здесь проводились работы под руководством Михаила Михайловича Гумба, Мири Константиновны Хотилашвили, вместе с ними. Кстати, вот студенты, нет, я не участвовал, а вот в раскопках участвовали студенты. Очень часто студенты работают на этой Сухумской крепости. И они нашли клад золотых монет, по-моему, 17 монет турецкого чекана. Я говорил о том, что мы находим здесь много монет, которые свидетельствуют о торговле, оживленной торговле с другими странами. Вот это одна, если вот будет видно, смотрите, пожалуйста, это византийская находка. И вот здесь мы почислили, как брак, мы сейчас будем заниматься их расшифровкой, обработкой и расшифровкой. Где-то в 1988 году была организована очень интересная экспедиция во главе того же Михаила Михайловича. И в этой экспедиции работала и известный археолог Людмила Григорьевна Хрушкова. Там найден очень интересный памятник. Храм, христианский храм V века нашей эры. Он называется октагональный, то есть восьмиугольный. Таких храмов на Кавказе нет. Есть в Сирии, есть в Болгарии, где-то в других местах, могу ошибиться. Но храм этот уникальнейший.
И что главное, там найдено тело с именем того, который посвящен был этот храм. И кто? Давайте это оставим для Ответ. загадки. Да, Хорошо. для загадки. Пускай наши слушатели, зрители поднимут книги Хрущкова и посмотрят. Хорошо. Да? Хорошо. Но вы мне скажете. Конечно, обязательно скажу, да. Обязательно скажу. Хорошо. Это был римский солдат, который, после того, как прослужил здесь, и вот он остался жить здесь, и ему посвящен этому, да, есть и имя тоже известно. Вот. Так что это храм исследовали Михаил Михайлович Гумба и Хрущкова. Хрущкова вот, это очень крупный специалист по православной археологии, она профессор нескольких вузов, университетов. К сожалению, она не является профессором нашего университета, потому что так получилось, что не работала у нас это. Но она долго у нас копала. А здесь долго у нас копала. Она сейчас профессор МГУ, работает на кафедре, ведущей кафедре МГУ. И она издала очень много работ на разных языках. На русском, на французском, на английском. И на русском вот, в 2000 году издала большую работу. Вот там вот о храме там говорится. А затем, что интересно, в 2001 году здесь была организована совместная экспедиция Института археологии Академии наук России и Абхазского института под общим руководством Димура Бжаня. Недалеко от этого храма, к востоку, открыли второй храм. Второй храм уже VI века. Я же сказал, этот храм V века, Да. VI век. Когда этот храм V века был разрушен, и был построен храм уже другого типа, базиликального типа, православный базиликального типа храм. Тоже довольно-таки интереснейший материал. Там пол с такой мозаикой, которой в Абхазии нет. Я вот недавно был в Севастополе, видел в средневековом Херсонесе мозаики, но не сравнить. Вот мозаика, она очень интересная. Ну, к сожалению, он закрыт, потому что после того, как исследовали, мы закрыли его. Дело в том, что вот здесь, наверное, сложно будет вот стены просмотреть, но мы чистим, чуть ли не каждый год чистим, но он фактически частично закрыт. Когда заканчивали работы здесь, произвели засыпку песком, чтобы он не испортился. Ну, специально, да. Ну, здесь были у нас мероприятия, какие-то стены мы расчистили, но в то же время он здесь сейчас и не виден, но хорошо, что не виден, потому что он закрыт, фактически он законсервирован. Ну вот, а за этой стеной, смотрите, вот эта стена, за этой стеной рядом тот храм, о котором я говорю, базиликальный храм. То есть это два храма уже на этой площади. Скажу другое. С 1999 года в той части, восточной части этой крепости работает экспедиция Абхазского государственного университета. В рамках полевой практики мы каждое лето там работаем. И там тоже найден довольно-таки интересный материал, но я тут хотел бы сказать о том, что там есть обломки мозаики. Мозаика встречается только, возможно, в банях, но в таких монументальных постройках, как храм. По всей видимости, есть еще один храм здесь. Так что пройдет какое-то время, мы будем называть здесь Соборная площадь, как это называют несколько соборов в Москве, называть его Соборная площадь. Я иногда в шутку называю Соборная площадь. Что вас навело на это все же? И вот это мозаика? Мозаика, и есть еще часть постройки, которая, по всей видимости, часть постройки, которая является остатком монументального сооружения. Не фундамент выложенный из булыжников, а из кирпичей, четко выложены
такие постройки они могут относиться только к храмам или к таких значительным таким постройкам. Олег Николаевич, тогда такой вопрос. Если выявлены уже два храма, один предполагается, можно ли сказать, что прав был Максим Исповедник, который говорил, что вот он побывал в стране христолюбивых абазгов? По всей Абхазии зафиксировано около 300 остатков храмов. Да. Среди них есть храмы, которые уцелели с того времени. Ну, можно перечислять храмы Да. ранее христианские, начиная с 4 века в Питиунте, то есть в Пицунде. Затем уже Дранский храм. То есть 300 Могва, храмов, 300. Илор. Илоры, Могва, Илоры, 300. Да. В каждом селе, в каждом населенном пункте у нас храм. Да. Это, конечно, говорит о том, что абхазы были с древности христианами. В Абхазии фактически нет каменной постройки, каменной мечети. Нету. Нету каменной мечети, нет. Были мечети, деревянные мечети, по-моему, в селе Чулов или где-то в другом месте, еще в одном месте. Это говорит о том, что, несмотря на то, что 300 лет здесь была Было тесная мусульманство. связь с Турцией, Абхазии остались христианами.